Все нормально, да. Вновь с удовольствием мы рады поприветствовать наших любимых телезрителей у экранов ваших телевизоров. Это телеканал ТНВ и программа «Вечерняя игра». Лия Сергеева. Петр Нижинский. Будем играть и беседовать, и играть, как ты любишь говорить, мы сегодня будем. И играть мы сегодня будем с исполнительным директором театра «Аланхо» Марией Турантаевой. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала, я думаю, не только мы, но и большинство жителей нашей местности не совсем в курсе, что такое «Аланхо». Просветите нас, пожалуйста. Ну, Аланхо – это шедевр устного нематериального творчества всего человечества, получается, и является шедевром ЮНЕСКО. Ну, а также это героический эпос Аланхо. Обязательно должен быть богатырь, обязательно должна быть красивая девушка, и которую надо в обязательном порядке спасать. И, соответственно, спасать весь мир. А это правда, что Аланхо всегда имеет хэппи-энд? Всегда счастливый конец? Да, всегда. Это 100%, любой Аланхо можно взять. Там есть и страшные, там и 3 мира получается, верхний, нижний и средний мир. И, соответственно, каждый раз, когда заканчивается Аланхо, всегда торжествует любовь. Все это превращается в красивый эсэх, большой праздник получается, да. Ну и, соответственно, всем все это нравится. Потому что всегда, как говорится, счастливый конец. Всегда. То есть, я так понял, Аланхо – это не конкретно какая-то история одна, скажем так, пьеса или постановка, а некая серия, легенд каких-то. Да, это получается очень много. Вообще где-то насчитывается где-то около 2500 Аланхо. Ого. Вообще разных, да. И многие, наверное, считают, что там все один на другой очень похоже. Но на самом деле очень разные сюжеты. То есть бывает Аланхо специально посвященный богатырям, даже есть Аланхо, посвященный девушкам-богатырям. Вот как раз мы на фестиваль Наурус провезли спектакль «Воительница Джарабына». Вот как раз это спектакль про девушку-богатырку, которая спасает, в силу обстоятельств, когда берется за меч и идет спасать мир, брата, девушку брата, и так далее. И сама себя спасает время от времени. Понятно, что искусство это очень древнее, а какие-то современные истории появляются? Аланхо, достаточно интересный имеет жанр, и вообще, в самом понимании, невозможно сказать, что его где-то оно старинное, где-то оно современное, оно всегда актуальное, можно говорить. Потому что добро и зло, оно и на сегодняшний день есть. Красавиц нужно будет всегда спасать. Конечно, красавиц надо всегда, обязательно, да. То есть, это сравни, скажем так, с былинами. Да, кстати, есть какая-то схожесть с былинами. Потом есть очень схожесть с скандинавскими этими легендами. Например, там Один, Тор, который все девушки умирают. Да, да, еще есть такое еще очень хорошее сходство с индийскими тоже. Есть же у них легенды, мифы про божества. Там, Бхагавад-гита. Да, Махабхарата там, и так далее. Да, с ними очень такое схожее. А вы впервые в Казани? Что-то уже увидеть успели? Я в Казань первый раз приезжала в 2012 году, почти 5 лет назад. И потом периодически почти каждый год приезжаем на Наурус, на театральный фестиваль, на форум. Я практически, можно сказать, посмотрела много чего. На остров Свияжск, Болгары, до набережных Челнов ездили, Крящины видела. И еще Елабугу посмотрела. И сам Казань. Как вам город? Очень красивый. Честно говоря, когда вы приехали и начали демонстрировать как раз то искусство, которое вы привезли, казанцы были не слабо удивлены. Давайте те, кто вживую это увидеть не смог сейчас, может посмотреть это с нашей помощью. Уточним для тех, кто не в курсе. Это не просто хоровод, это целый обряд. Да, был. это обрядовый танец, это называется асохой. Мы его танцуем и поем обязательно после 22 мая, потому что когда наступает лето. И это у нас есть такой национальный праздник эсэх, но он немножко похож на ваш, наверное, Сабантуй. Да, есть же такой татарский праздник Сабантуй, когда много народу собираются, вводят хороводы. Хоровод, он асохой, многие считают, что это тоже один из разновидностей хороводов, да. И, соответственно, есть там обязательно один запевала, и который пение которого весь круг потом повторяет за ним. Получается, это как такая и песня,
Но это мистерия такая уже своего рода получается, даже где-то обряд такой Может шаманский. быть, да, как-то так, но тут получается скорее дело в объединении. Когда люди держатся друг за друга, там же обязательно за руки надо держаться. И, соответственно, вот когда водишь... Создают энергетическую цель. Да, да, обязательно. И они ходят, вот обязательно нога должна быть определенного, как бы... То есть есть последовательность даже? Да, последовательность тоже есть. И если кто-то неправильно ходит, то его надо будет исправлять, потому что круг от этого как бы меняется. Синхронизировать да, его да, надо. обязательно порядке. Ну и стараются все это дело петь красиво, с колыхахом. Ну, колыхах называется такой вибрацией, тоюк. Ну и вот, и, например, лучший сухаджит, ну так называют, запевала Сухаев, сухаджит, он, если хороший сухаджит, то его можно слушать 3-4 часа подряд. Вот так вот. Достаточно интересно. И у меня, допустим, дедушка, один из дедушек был сухаджитом, который, например, в 12 ночи начинал сухо и в 4 утра заканчивал. То есть такое тоже бывает. Ну, просто люди собираются и поют. Это так. Ну, вообще, мастера таких длительных мероприятий, танцевать вот 12 часов. А правда, что вот в былые времена как раз Аланхо пели и бывало и по неделе? Конечно. Ну, говорят, хороший Аланхо слушали 7 дней и 7 ночей. А так стандарт это 3 дня и 3 ночи. Без То есть- перерывов? Не, ну, перерывами, конечно, на еду, на сон и так далее, но, тем не менее, вот они как раз-таки аланхасуты, вот, которые вот рассказывают Аланхо, да, они делили Аланхо на 3 части ровно. И, соответственно, каждый, как будто серия получается, как 3-серийный фильм. Сидишь каждый вечер, там тебе начинает рассказывать, на том же месте останавливается, и на следующий день на том же месте как бы Смотрите начинается. в следующей серии. Да, получается так. Ну, наверное, это искусство так и зародилось когда-то, когда семья собиралась в юрте. Да. Ну, да, в юртах летнее время, например, да, и в балаганах зимнее время люди собирались и специально ожидали приезда вот этих аланхасутов. Они были достаточно такими интересными людьми, которые приносили новости, которые приносили свои вот эти интересные вот эти новые аланхо. И с каждым разом у них вот этот сюжет аланхо менялся даже, может быть, иногда, потому что они обогащались. Вот каждый раз, когда они вот из дома в дом, когда ходили, например, из Аласа в другой Алас, то, соответственно, там они приносили с собой еще обновленный вариант аланхо. И, соответственно, лучшие аланхасуты, они были, очень ценились, и их очень сильно ждали и просили, чтобы они приходили. И тем самым, когда они приходят, вот это рассказывают, им потом после этого давали еду, деньги, там, кто что мог, как бы все это давал. А насколько сейчас живы традиции, обрядность, вот, которые уже тысячелетия? Или сейчас это все уже немножко отошло на второй план и забылось? Мне кажется, наоборот, сейчас, по-моему, идет такой ренессанс всего этого, да, всех вот этих обрядовых как бы дел. И, вообще якуты, они же язычники. Ну, и у нас есть и христианская вера, у нас все как бы вероисповедания имеются, но в основном они все равно язычники. То есть даже если ты христианин... Традиция язычества сильна в есть, Якутии. да. То есть получается, когда охотник, например, мужчина выходит в лес, он обязательно должен покормить огонь. Вот разожгли огонь, обязательно кормят оладушки, там, молоко, масло и так далее. Или, например, когда мы, например, сюда приезжаем или куда-нибудь, вообще на любое место, на гастроли, там, на показы спектаклей, мы всегда с собой носим оладушки. Всегда. Вот сюда тоже привезли, вот на озеро Кабан положили, всегда. Тогда получается как-то ты... То есть новой земле, скажем так, Да, где новой вы земле, пребываете да, сейчас. как-то, как говорится, немножко прибодрить духов, которые вот здесь обитают, да, поблагодарить их за то, что вот нас пустили на свою землю там и так далее. И это, в принципе, есть. И когда на дальнюю дорогу собираешься, вообще всегда стараемся это делать. И оно, кстати, очень сильно помогает, потому что когда вот эти обряды используешь, ничего такого не происходит. Имеется в виду, такого страшного там и так далее. И, кстати, у нас сейчас есть Исых Аланхо, вот как раз-таки на этом празднике, национальном празднике, вот у нас идет чествование и приветствие вот наших аланхасутов, благодаря которым, усилиям которых вот из уст в уста передавали в Аланхо, оно дошло до наших времен, и оно дошло до наших времен в очень хорошем сохраненном виде, с пением, таюк, там, с другими разновидностями пений. Ну и, соответственно, даем дань уважения, получается, всему Аланхо. И поэтому как бы идет В такое нашей большое программе дело. тоже есть традиция, обряд, обычай. Культ. Реклама на нашем канале.
64 я перепутала. 60, а 50? А 50 здесь есть. Есть, ладно. Давайте, 29. Да. 29 нету. Так, У тебя счастливая рука, коллега. Да. сегодня 10. Сглазил коллега. Нету. А давайте вы попробуйте Давайте. достать парочку бочонков. Может, и тут духи помогут. 61. Так, Да, духи на нашей стороне. Да. я поняла. Ты всегда с оладушками на работу приходишь, да? Да, в Пятерка. кармане у меня сейчас. 5. Пятерки нету. Нет, нету. Ну вот, судя по названию вашего театра, вы базируетесь как раз на вот этом эпосе, на самом Да. Алан-Хо. И, то есть, нет авторов. Чехов, Шекспир. Шекспир, Пушкин, стандартных Нет, таких все равно классиков. есть такие классические Алан-Хо. Вот, например, Алан-Хо, который мы сюда привезли. Мы привезли 2 Алан-Хо. Это Джеребна Джерлетта. Ага, и у него тоже есть автор. И, соответственно, вот Алан-Хо детская Кюнерали тоже есть автор. Это, ну, как бы они в свое время рассказали, и с их слов как бы было это все Записано. прописано. Да. И, например, вот имеют авторство, да. И у нас, например, есть такой Алан-Хо, уникальный такой достаточно, называется Нюргун Ботур стремительный. То есть, когда Алан-Хо набираешь, вот, например, в Гугле или где-нибудь, да, вот этот Алан-Хо сразу выскакивает первым, потому что, ну, самое популярное. Нету, наверное, якута, который бы не знает Нюргун Ботура стремительного. И он, вот это Алан-Хо как раз-таки является Алан-Хо одного нашего выдающегося человека, Платона Алексеевича Аюнского. Он является еще, кроме того, что он был Алан-Хасутом, писателем, поэтом, он еще был революционером в свое время, да. Ну, когда вот он жил в прошлом веке. Ну и после себя он оставил вот этот монументальный труд. Очень хороший, очень интересный. И там сюжет очень классический получается. Там 3 мира, девушка, парень, и еще самый главный вот этот Нюргун Ботур, который помогает вот этому парню спасти вот эту девушку. А много сейчас вообще на свете Алан-Хасутов? Ну, у нас официально сейчас насчитывается 12 человек. То есть 12 человек – это настоящие Алан-Хасуты, которые имеют свое Алан-Хо, которые вот… ну, Алан-Хо, ну, говорят, те у Алан-Хасутов, когда спрашиваем, как это у вас происходит, Вот они говорят… действительно, то есть выдали они- квитанцию, теперь вот я Алан-Хасут. Да, ну вот Что? у них такое ощущение, как будто сверху, говорят, спускается все это дело. Вот как будто сверху кто-то тебе Сказители. нашептывает, да. А, сказители, Да, да, сказители, кстати, да. вот. Вот они как раз-таки вот как что-то нашептывает, и, соответственно, все это идет потом через них. Они как эти, получается, как посредники. Проводники. Проводники, да. То есть этому нигде не учат? Нет, это они сами. И сейчас у нас радует то, что очень много молодых Алан-Хасутов появляется. Например, и среди детей очень много таких детей, которые тоже увлекаются Алан-Хо. И вот когда видишь, особенно маленьких детей, уже как бы появляется такое чувство, что за Алан-Хо будущее имеется. Потому что есть, и, ну, покуда будет жив последний сказитель, Алан-Хо будет жить. Вот так и как бы и так оно и есть. Ну, то есть вот тоже интересно стало. Появляется маленький подрастающий Алан-Хасут, Да. сказитель. Как-то у него, наверное, должен появиться старший Обязательно. наставник. Наставник у них есть. Вот как раз-таки есть, как говорится, совет Алан-Хасутов, старейшин, получается. Вот эти 12 человек, А, то есть они еще все вместе общаются. они, конечно, они все вместе 12 общаются. человек. 12 человек, да. Хорошая цифра. Их 12, и у них средний возраст, сейчас я скажу, самому молодому 65. Самому молодому. Молодому, да. Но я не говорила, самому молодому. Жизнь только началась. Да, как бы. а самому пожилому, по-моему, около 90. Ого-го. Ну, они живчики, очень хорошо выглядят, видимо. И в основном, кстати, среди Алан-Хасутов очень много спортсменов. Самое интересное, то, что они в свое время занимались кто-то вольной борьбой, кто-то вот атлетикой там и так далее, легкой атлетикой. И сейчас они являются такими достаточно известными Алан-Хасутами. То есть физика сошлась с духовностью. Видимо, С да. лирикой. Физическая культура, может быть, Всё или, верно. да, или как-то так. Ну вот на сайте вашего театра очень любопытную фразу мы встретили, что действительно хороший настоящий Алан-Хо создается, когда встречается хороший настоящий Алан-Хасут и хороший настоящий слушатель. Но если с исполнителем, в принципе-то мы уже разобрались, то какой должен быть слушатель? Критерий какой? Тут получается, когда хотя бы и будет один интересующийся человек слышать то, что говорит сказитель, и будет еще говорить слово «но», это как бы получается одобрение. Но
Там, и оно бывает в разных интонациях, получается. Где опасно, там по-другому как бы интонируют, да. Ну, и если есть такой человек, хотя бы один человек, то появляется уже второй, третий там и так далее. И, соответственно, они вот слушают, не отрываясь. Ну, вообще, Аланхо, оно достаточно интересное. Первое время как бы вот так сидишь, и особо как бы многие не понимают, а потом как завлекает, все, оттуда уже не вылезешь. И будешь ждать, да, уже вторую серию, там, третью серию там, и так далее. А давайте вот сейчас, Вхождение в трансовое состояние. как раз напоминаю. сейчас и войдем в трансовое состояние. Есть у нас такая возможность. Bıvırgı bucakta cıvıralı yargıra mandadılar. Uruk uraklavcı uları batık ustadılar. Aslı da banavcı ağrıya anar tüge. Üssa üske, tüyer sadere. Siriye siriye giyerim sana. Ütü üllük süre. Kara kallağı yara. Bir karacayı boğulan gıdullar giyen soğuğa. Bilегin, bileregin de Вот за кадром Мария нам рассказала интересную деталь. Сейчас мы наблюдали, что исполнительница... Неспроста держит вот так Да. руку. Мы по наитию можем Да. подумать, что она мобильный телефон держит. А на Да. самом деле это не... Наушник придерживает. Ну, Расскажите, что это, для чего это? Ну, как говорится, для того, чтобы... Ну, вот обычно как вот этот палец закладывает на уши, для того, чтобы закрывать вот ушную раковину, получается, да, для того, чтобы себя слушать хорошо, ну, вот тембрально, когда Так поешь, точно там, и делают так далее. певцы. Да, ну, как и это и певцы. есть Оперные, да, Да. которые вот не слышат там... Да, вот они то же самое делают. И ногу на ногу иногда закидывают в основном, ну, и начинают вот так вот держать себя за одной рукой за колено и второй рукой вот так Это вот. все как бы построение резонатора получается, по большой счету. Да, оно, оказывается, вот именно вот эта позиция помогает, видимо, хорошо слушать и хорошо исполнять какие-то вот эти моменты, мотивы там и так далее. А еще есть Верхоянское Аланхо. Вот есть же Верхоянские горы. Вот там как раз-таки есть Верхоянский улус, и там есть тоже сказители. И у них очень даже интересно, люди поют лежа. Вот так. Да. Как И отдыхающие будды Как фактически. отдыхают, да, вот совершенно верно. И, соответственно, все тоже слушатели также лежат, кто-то лежит, кто-то сидит там и так далее. Так, як Счастье Верхоянский. Борита. Да. Як Верхоянский. Я тут давно хочу лишь программу провести. Да. Ну и вот поэтому в каждом Аланхо, даже в каждом улусе есть свои особенности. Поэтому, Такие оттенки. да, обязательно и в голосовом, и в пении таюк и так далее. Вот таюк — это, мне кажется, уникальная вещь на самом деле, да, вот когда вот наши спектакли идут, они идут достаточно как бы сложные, они на самом деле, да, вот мы каждый спектакль готовим где-то около 3 месяцев. И самое большое время у нас занимает вот как раз-таки постановка голоса, таюк. Если, например, 2 или 3 дня пропустишь, не будешь петь таюк, все, он у тебя уже смазывается. Это как, получается, же вот есть гитара, Да. настраиваешь же Да. его, вот, и потом кто-то неправильно сыграет, все, потом настройки полетели. Поэтому для того, чтобы настройки были хорошие, надо все время петь. Но это Да, какое-то голос. специфическое звукоизвлечение Да, получается. специфическое, оно как-то из груди, кто-то говорят, из живота, вот так вот выходит. Ну, это достаточно, я не могу, вот, если бы я умела бы, я, конечно, показала бы, да, но это такое, как говорится, когда вот слышишь таюк, вот начинает вот так холодать вот сзади. Когда слышишь хороший таюк, там начинает вот холод проскальзывать по всей спине, Мне там кажется, открывается и так это далее. сравни вот с чашами. Когда- Музыкальные чаши. Ну, может быть, но, скорее всего, это, наверное, связано... Есть же такой инструмент крымпа. Как называется-то? Не скрипка, ну вот что-то похожее на скрипку, только вот так вот играешь. Никак не домбра. Это крымпа называется. Вот как раз вот эта крымпа, я забыла, как называется-то инструмент этот.
Ну и, соответственно, вот очень похож. И сейчас как раз-таки нашли один уникальный способ и создали вот недавно буквально инструмент, который называется кылгах. Это вот как раз таюк, он обязательно должен идти с кылгахом. Кылгах это получается, вот тут же есть связки, вот игра связками получается. И оно как бы делает достаточно такой интересный звук. И вот этот кылгах, вот этот инструмент, тоже сделан полностью из конского хвоста. И когда вот играешь на нем, такое ощущение, как будто человек поет. Вот как бы То есть такая прихрипывающая немножко, что ли, манера звучания? Нет, там не хрип, вот как раз таки Или хрипота наоборот, нет, чистый наоборот, звук? чистый звук. Очень чистый звук. То есть, получается, его Любопытно. недавно этот инструмент музыкальный изобрели? Нет, вообще многие, которые вот музыканты, особенно вот на национальных инструментах, которые играют, они говорят, что это давным-давно существует. Вот Хорошо вспомнила, забытое монгольский старое. маринхур же Да. есть, маринхур монгольский. Вот тоже вот, и вот примерно такое звучание, только еще немножко другое. Это так получается. Сколько нюансов любопытных. Да. Сколько открытий чудных. Ну, Не так давно мы слышали, что объявили десятилетие как раз Аланхо, потому что искусство потихоньку Ну, чуть начинает... ли не под исчезновением было. Ну, понятно, что Да. если всего 12 исполнителей на весь мир, это очень немного. Да, в свое Почему время так было случилось? даже 3 штуки, а потом, вот потом они появились. Они как-то так постепенно начали появляться, и то, что их 12, это уже для нас большое Уже достижение. прогресс. Да, и молодых аланхасутов сейчас где-то насчитывается около 45 человек, молодых, Ну, подготавливается. которые готовятся, да. И среди них есть реально очень хорошо подающие надежды, где-то около 10 человек, по-моему. То есть на которых можно положиться в будущем, что вот они будут как раз-таки являться выдающимися аланхасутами там, и так далее. А ровно в 2005 году Аланхо стал шедевром ЮНЕСКО. Вот как раз-таки в 2015 году мы отмечали десятилетие вот нашего Аланхо, того, что он стал шедевром ЮНЕСКо. Это, получается, достояние человечества мировое. Ну и да, оно было в таком в опасном состоянии, на грани исчезновения. Но потом все равно говорят же, покуда будет жить последний человек там, и так далее, ну или последний якут, как-то так, будут там жить Аланхо там, и так далее. Ну, достаточно такое сложное, как бы, жанром, ну, в плане жанра, очень сложное, например, в исполнении, но очень интересное. И сейчас практически у нас весь народ, ну, большая часть половины народа уже начинает это понимать, уже осознавать, ну и, естественно, как бы помогать всячески для того, чтобы оно как бы... Ну и, соответственно, вот этим аланхасутам появилось вот такое вот трепетное отношение. То, что вот люди, национальные сокровища, достояние там и так далее. Но когда вы приезжаете в край далекий от этого искусства, и вот в первый раз выступаете с Аланхо, как люди реагируют, которые никогда в жизни, может быть, даже и не слышали о таком? Вот самое интересное, вот когда мы вот в 2014 году мы сюда привозили спектакль «Удаганки», и вот благодаря театру Камала, вот нашим друзьям Ильфиру Якупову, Ниязу Игламову, вот они нас номинировали на «Золотую маску». Вот. И когда наш спектакль сюда приехал, и сыграли мы, да, люди очень тепло восприняли, потому что, ну, у многих, когда вот спрашиваем, они говорят, что такое ощущение, как будто это наше что-то прошлое. Вот как-то вот, есть, бывает же такое ощущение, как будто давным-давно забытое, то, что вот вспомнилось. Корневая память. Да, как-то так получается. Или генетическая память, ну как-то так. Потом мы как-то увозили этот спектакль еще вот у Даганки, это постановка Степании Ильича Борисовой. Кстати, она тоже часто приезжает сюда на Наурус. Вот. И вот этот спектакль мы показывали в Японии. Ну, японцы — это совсем другая культура. Люди с острова, можно сказать, совсем другие. Но когда мы сыграли этот спектакль, очень много женщин рыдало. Они рыдали, говорили, что на подсознательном уровне у них что-то там ёкнуло. То есть, получается, оно и современное, но оно настолько древнее, видимо, то, что вот просыпается, вот когда видишь, просыпаются вот именно старые вот эти генетические вот эти, то, что, видимо, давным-давно забытое, что ли. Включается, Да, наверное, да? какие-то да, моменты. щелчок такой. И вот как раз-таки проводником всего этого является таюк. Вот когда слышишь таюк, что-то там происходит. Видимо, в ДНК или... Ну и вообще что-то с организмом происходит интересное. А давайте сейчас как раз и посмотрим сюжет о том самом фестивале, который помогает узнавать вот такие необычные, самобытные вещи.
Казань вновь в центре театральных событий. В 13-й раз в нашем городе прошел международный театральный фестиваль «Наурус». В этом году удивлять искушенного казанского зрителя приехали театры из Якутии. История фестиваля насчитывает уже 28 лет, и за это время фестиваль приобрел очень высокую репутацию и в России, и в тюркских странах. А для нас, конечно, это всегда большая радость, для нас это большой праздник принимать у себя гостей из регионов России, из близлежащих стран. Спектакль «Камень счастья» – визитная карточка якутского ТЮЗа. Постановка не раз становилась обладателем наград российских и международных фестивалей. В основе сюжета история о нелегком пути юноши по имени Хони, который отправился на поиски камня счастья. Это спектакль поставлен по легендам народов Севера. И это спектакль про мальчика, который ищет камень счастья и хочет одарить своим землякам, чтобы они жили богато, счастливо, чтобы много было оленей, чтобы много было пищи, все, чтобы было благополучно. И он в конце этого спектакля находит камень счастья и одаривает своих земляков, сородичей этим камнем. Настоящий фурор произвел спектакль режиссера Матрёны Корниловой «Воительница Джерыбына» театра «Аланхо». Критики отмечают, что в нем нашло отражение народное сознание, возрожден национальный колорит, которого сейчас так не хватает. Один из приоритетных фестивалей «Наурус», потому что тюркские народы действительно как-то внутри их рождается театр. И какую бы вы ни взяли из стран или республик, везде есть театральная жизнь, достаточно активная. И самая активная – это все-таки Татарстан и Якутия. Вот они встретились. Фестиваль важен не только для тюркского мира, он важен для России вообще. А тем более сейчас. И, наконец, действительно, этот фестиваль, он привлек внимание и российских театральных деятелей, и европейских театральных деятелей. То есть это все говорит о том, что мы все, несмотря на то, что мы все разные, мы, в общем-то, все хотим одного и того же, чтобы в мире было спокойно. Театральный фестиваль «Наурус» стал своеобразным маяком в мире театрального искусства. Пожелаем всем участникам фестиваля вдохновения и воплощения всех творческих замыслов. И ждем снова в Казани. А вам самой удается во время фестиваля что-нибудь посмотреть? Или... Коллег подглядеть. Да. Обязательно. А что-нибудь впечатлило? Так, что я посмотрела? То, что я успела посмотреть, я посмотрела «Сумасшедшего Муклая», который Хакасы, по-моему, привезли. Очень интересный спектакль. Потом «Антигону» вчера часть посмотрели, тоже очень понравилось, потому что, очень тоже интересная работа. А вторую часть не смогли посмотреть, потому что надо было бежать, опять же. И что я посмотрела еще? Потом, кстати, мне наконец-то удалось посмотреть якутские спектакли. Я у себя не успела их посмотреть, когда они там шли. И для себя тоже сделала некоторые открытия. Оказывается, спектакли такие здоровские получились. И для того, чтобы еще раз понять, что не стыдно, хороший материал на самом деле все привезли. Достаточно долго работали над этим, над репертуаром. Все равно волновались, потому что воспримут или не воспримут и так далее. Но татарский зритель, имеется в виду Татарстан, казанский зритель, казанские театралы, они такие же, как и якутские театралы города Якутска. Имеется в виду, они с жаждой приходят, когда специально все залы были полностью заполнены, и у всех были достаточно такие заинтересованные лица. И все рассуждают, обсуждают после каждого просмотра спектаклей. Поэтому зритель у вас шикарный. То есть таких зрителей надо еще поискать. И, как говорит наш основатель, основатель нашего театра Андрей Борисов, он является народным артистом России. Когда создавали театр «Аланхо», тоже была такая опаска, будут ли ходить народ и так далее. Но сейчас, спустя 9 лет, нам ровно 9 лет исполнилось в этом году, спустя 9 лет мы видим, что картина складывается наилучшим образом, люди ходят, людям это интересно. И благодаря нашим постановкам люди начинают уже по-другому оценивать, знать, узнавать и для себя открывать Аланхо.
потому что многие как бы считают его очень тяжелым как бы материалом, да, но вот когда это все видишь на сцене, Ну, просто с участием, непривычно, да. наверное, да, как бы человек, когда с этим знакомится первый Да. раз. Ну, первый раз, да, нужно не понять. Да, вот очень много как бы осмысления надо пройти для того, чтобы все это дело понять. Ну, и они очень такие большие труды, можно сказать, да, это огромные книги. Это даже просто прочитать это, они еще написаны на таком красивом якутском языке, старинном получается, да, что некоторых слов многие даже не понимают. Но я так понимаю, что там все имеет определенный сакральный смысл. Обязательно. То Но есть, ведь еще и очень благодарный зритель у вас оказался в Китае. Там со слезами на глазах встречали вашу постановку. да, вот как раз таки. Пионы, по-моему. Да, пионовая беседка. «Пионовая беседка». Да. Есть у нас вот получился достаточно интересный опыт, вот как раз работа нашего театра с оперой Кунцюй. Ну, это есть такой классический, как пекинская опера Кунцюй, да. И вот как раз госпожа Ян Фенг, руководитель вот этого театра, и вот наш художественный руководитель Андрей Савич Борисов, они в свое время договорились, поговорили за чашкой чая, сказали, ну, давайте сделаем совместный проект. И сделали. И сделали. То есть мы взяли и просто обменялись классическими произведениями. Вот, например, они поставили такую аланхот, называется Туяр Мако, это светлоликая Туяр Мако. Ага, а мы поставили как раз-таки вот этот спектакль «Пионовая беседка». Ну, «Пионовая беседка» достаточно хорошо получилась. И народ, вот как раз-таки наше население очень хорошо тоже тепло восприняло. Мы увозили его в Пекин. В Пекине тоже они как бы по-другому ставят же. В основном-то у них акцент на голос, на вот это они фальцетом поют, и на костюмы в основном у них. А у нас получилось такое смешение всех вот этих стилей. То есть и сразу. да, немножко было пекинской оперы, немножко было японского театра кабуки, немножко было даже корейского, вот в Пхансоре там и так далее. Даже То чуть-чуть есть вы индийского. Да. свободно достаточно идете на некие эксперименты? Обязательно, потому что это же интересно, во-первых. Во-вторых, когда один классический театр сотрудничает с другим классическим театром, это всегда идет на пользу. Потому что... Это обогащает. Да, безусловно, обогащается произведение. и как-то имеется единое какое-то общее. Интересно. Ну вот, поэтому достаточно интересно. Вообще лучше бы много вот таких проектов надо делать, для того, чтобы расширить кругозор там, и так далее. Мы уверены, что Будут. эти проекты Да, будут. я тоже надеюсь. Ну, а пока мы уверены, что в нашей программе будет реклама. Вот до рекламной паузы мы как раз говорили о том, что хотелось бы вам побольше таких совместных проектов, но ведь у вас очень специфический театр, и, наверное, достаточно сложно найти такого же специфического спутника, который бы мог с вами этот проект потянуть. Ну, у нас есть наши коллеги, с которыми мы сейчас уже сотрудничаем. Ну, все равно есть у нас контакты, потому что каждые 4 года мы проводим фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо». И как раз-таки приглашаем вот все, вот этих специализированных вот этих шедевров ЮНЕСКО, которые как раз-таки на сегодняшний день существуют в мире. Это, например, мы привозили из Индии, например, очень достаточно интересный такой театр. Потом Кутиятам называется. Потом привозили театр Но из Японии, вот они тоже привозили свое искусство. Поэтому вот как раз-таки вот с этими классическими театрами, которые имеются, да, вот у нас как бы есть в планах наработки для того, чтобы с ними вместе все это дело сделать, совместные проекты. Вот с оперой Кунцюй мы уже сделали, теперь стоит в будущем корейский Пхансори, потом японский театр Но Кабуки там и так далее, да. Ну и еще с Индией думаем попробовать, потому что с Индией, наверное, будет очень интересно. Ну, со всеми театрами, конечно, это интересно, вот, но с Индией как-то, вот с этим Махабхаратой там и так далее, да, вот с Кутиятамом, мне кажется, будет достаточно такой красочный, такой, ну, такой живой, наверное, какой-то такой А проект. вам нравится современная эстрадная музыка? О, как Конечно. неожиданно. Да, Нравится? да. А Ну, может быть, парочку имен, кто особенно нравится? из российских, да? Да без разницы. Так, ой, я даже не забыла последний раз, что я слушала. Нет, эстрада. Ну, Филипп Киркоров, молодец, конечно. Потом Билан.
Сейчас, по-моему, очень популярная группа «Грибы», да? Вот не ожидали мы сегодня о них услышать. «Грибы», «Между нами тает лед». По-моему, кто-то делал, я не буду говорить, что это 100%, про чай что-то было спето. Вот В контексте грибов? Либо якутские ребята пели. Да. Ну, такой кавер делал, ладно. не По-моему, будем. было, Да, по-моему, да, что-то да. было. Ага. Ну, сейчас в Инстаграме, по-моему, друг друга все время же как бы троллят. Да. Да. Что вы знаете? Да. Ну, я не совсем древний человек, хоть работаю в древнем театре, да. Ну, не секрет, что якутский кинематограф сейчас обороты набирает буквально как локомотив. Да, И вы, молодцы. кстати, мы знаем, тоже выступили продюсером одного из Был, киношедевров. да. Ну, я не сказала бы, что это шедевр, но был такой опыт. Давайте мы сейчас посмотрим и узнаем. И обсудим. Обсудим. Мен Архангель. Даша дрова. Туха келейт? Бұғырға алдым мен. Что это за фильм такой был? Вот мне интересно, откуда у вас столько материала? Да, ну вот этот фильм мы снимали в прошлом году. Нет, позапрошлом году, получается. Позапрошлом году снимали, в прошлом году показали. И, ну, это фильм, сюжет такой достаточно простой, когда вот, например, в свою деревню приезжает молодой человек, который давным-давно ушел из деревни и находит как бы свою родину в таком печальном состоянии, где появляются вот сектанты там и так далее, да, которые вот обманывают народ, ну и он, соответственно, как бы поднимает общий дух, уровень, там, ну, как бы оздоравливает, получается, население вот этой деревни. Ну и потом, конечно, все это заканчивается хэппи-эндом, опять же. Аланхо? Да, Аланхо. Да. Ну, мы вот сейчас за кадром узнали, что и супруг ваш в этом проекте поучаствовал. Да, ну, у меня муж актер, он работает в Сахакадемическом театре имени Юнского. Он достаточно такой, ну, известный человек в республике, в Якутии, да, и очень много снимается еще в российских фильмах. Вот, например, он снимался вот с нашими ребятами тоже в фильме «Орда». Вот, по-моему, вот недавно же была тоже, года 2-3 назад, по-моему, была премьера. Ну и сейчас еще в одном проекте снимается, но я еще не имею права разглашать, как называется. Эх, как всегда, Да. самое интересное рассказывать нельзя. И зимой вы увидите его в еще одном российском проекте. Ну, этот проект, наверное, невозможно будет не заметить, потому что он ежегодно идет. Я не буду А говорить. вам как не сложно было называется. вместе с ним работать? Нет. Ну, мы сколько уже? Мы почти лет 20 вместе, поэтому такого как бы нет. И я уже почти лет 10 уже в театре, поэтому... Ну, мы в разных театрах. Вот это обязательно, чтобы в разных местах, да. А если бы в одном? Нет, только не это, да. Дома и на работе как-то так. Ну, мы все равно сталкиваемся по работе, все равно как бы одна сфера. Но одна дома область. тоже как-то, да, разговоры о театре продолжаются там за чашечкой. Нет, Нет? кстати, Ни нет. в коем случае. Ну, Есть какой-то табу на это. Да, у нас дома мы по работе вообще стараемся не говорить. А на работе не стараемся говорить про семью. То есть это у нас То такое есть правило. жесткое разделение. Да, разделение. Так гораздо проще. Да, поэтому как-то удобно. А какое время года вы больше всего любите? Зиму. Да, зима у нас холодная. но- Долгая. Да, долгая, но она в этом есть и определенная романтика. Снег же все-таки красиво, холод, лед. Да, и ветер, ну вообще как бы, ну не совсем ветер, конечно, это, но воздух там очень хороший, свежий. Вот это мне нравится. Я жару не люблю, вообще не люблю жару. Жарко это уже все мне плохо становится. То есть отдых в жарких странах у моря – это не ваш случай? Антарктида, Антарктика. Не, это ну, самое то. не. Море Баренцевых? Ну, я не фанатка, конечно, да, ну, может быть. Ну, да, вот реально вот отдых в жарких странах вообще. Например, вот люди стремятся же в Африку, в Индию, там, где очень жарко, в Таиланд там и так далее. Нет, мне как-то по душе, наверное, больше попроще, где нормальный климат. Не такой резко континентальный, скажем так. Вот.
А у вас есть увлечения, не связанные с вашей работой? Какое-то хобби, с помощью которого вы отвлекаетесь от работы? Кулинарии, например, вот, кстати. Кулинария? Ну, я не совсем люблю готовить. Ну, как бы, точнее, я готовлю, ну, как бы иногда. Ну, времени не хватает. Да, очень редко получается, потому что с работы как бы много. Но это с душой делаем оладушки. Да. Волшебные оладушки мы помним всю их силу. И чуть-чуть, может быть, иногда рисую, но это чуть-чуть, это иногда, потому что разрядка. А что изображаете обычно? Лица в основном. Портретист. Да, как-то, ну не совсем портретист, просто как-то так. Скромный портретист. Да, скромный, очень скромный, да. Ну и люблю вот как бы руками вот что-нибудь делать, поделки небольшие, там, например, украшения, там такие простые. То есть тоже в русле народного промысла, скажем так. Да, ну как-то так, ага. И люблю кино. Вот моя, вот все время вот мы с мужем и с дочкой не пропускаем ни одного. А, это мы не про группу кино, да? Да. Про фильмы, в частности. Да. А Виктора Цоя имеете в виду? Да. Ну, его кто не обожает. Все, вот его песни, это все, это реально. Из недавних фильмов что больше всего удивило, впечатлило? Мне очень понравился фильм «Меч короля Артура». То есть вам нравится почерк Гая Ричи? Очень. Да, достаточно такой интересный жанр, мне кажется. И почерк у него специфический, но он очень интересный. Да. Вот «Меч короля Артура» мне очень-очень понравился. А что не понравилось? Из фильмов? Да. Последних, то, что увидено. Что я мне... Такую антирекламу сейчас мы сделаем. «Чудо-женщина» мне не особенно понравилась. Хотя она как бы тоже является же мифом, легендой, как Солонхо все это связано тоже, да, но не впечатлила. Тут она меня как-то не впечатлила. То ли она слишком высокая, то ли какая-то, не знаю, слишком красивая, что я не знаю, как. То есть вы следите, ну, скажем так, за трендами в кинематографе, да, вот за блокбастерами, которые выходят. А что вам это дает? Мне, как говорится, когда я смотрю фильмы, я отключаюсь от всего внешнего мира. То есть просто расслабиться? Да, абсолютно. Полный такой релакс получается. Прекрасный способ отвлекаться от мира. Да. Ну и читаем. Ну и сейчас мы со своими коллегами начинаем изучать, ну как бы нас Алдин Ланхасуд, наставник наш, тоже взялся за нас и говорит: я вас заставлю петь на Исахе Ланхо. Вы запоете. Да, и я так чувствую, что мы, наверное, запоем к концу этого месяца, скорее всего, да. Ну, он нас вот до того, как мы сюда приехали, тоже вот репетировали. Вот сейчас поедем, тоже за нас должен взяться с усиленной, как бы двойной силой. Что ж, успехов вам и в этом непростом деле. Да. Спасибо, что нашли время и сегодня к нам выбрались. Вам спасибо. Спасибо большое. Да, напомню, что вы смотрели программу «Вечерняя игра». Обязательно увидимся и услышимся здесь, на телеканале ТНВ. Мы тоже любим за вас браться, наши дорогие телезрители. Пока-пока.